Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационный выпуск Камшейпшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. Аслан Бжаня проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ в столице, затем провел совещание с активом города. Кабмин принял постановление, согласно которому хлеб из муки высшего сорта будет стоить 30 рублей, из муки второго сорта – 28 рублей. В Министерстве по налогам и сборам подвели итоги деятельности за первое полугодие. Аслан Бжаня проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ на некоторых объектах столицы. Президент побывал в парке имени Тараса Шамба, на Красном мосту, в санаториях МВО и ПВО, а также ознакомился с ходом работ на смотровой площадке Сухумской горы. Затем глава государства провел совещание с активом города Сухум. Обо всем подробно в материале Рады Чичава. Планированное совещание с активом Сухума началось с инспекции ремонтных работ в парке имени Тараса Шамба. В недавнем прошлом, там, где сейчас выравнивается грунт и укладывается брусчатка, были заросли и запустения. Местная жительница поделилась воспоминаниями о состоянии парка и впечатлениями от проводимых работ. Лес дремучий. Слава тебе, Господи. Я ждала этот день как Бога. Глава столичной администрации Беслан Эшба проинформировал президента, что на данный момент уже заменена дренажная система, чтобы вода не стояла в зеленых зонах и уходила в центральную ливневку. Проводится расчистка территории и планируется отремонтировать фонтан, сохранив его первоначальный облик. С рыбками, жившими в фонтане, все в порядке. Их на время ремонта переселили в фонтан парка имени Шинкуба. Уже пошли такие работы поверх, сверху, выравнивание грунта, укладка плитки. Восстановление фонтана работы ведутся. Фонтан будет воссоздан. Будет реконструирован. Да, в таком виде. В историческом виде, как да, он так был. точно. Восстановим, отреконструируем. Там была раньше карусель. И хотим здесь установить модную карусель с лошадьми, которая во всем мире есть. Но... Сметная стоимость работ – 17 миллионов. Средства выделены из бюджета столицы. Мы очень надеемся, что этот парк будет очень таким привлекательным местом для наших жителей, для туристов. Вот, насаждений очень много, высоких деревьев много, тени много. Планируем успеть до 30 сентября. Затем президент ознакомился с ходом восстановительных работ исторического комплекса смотровой площадки на подъеме к Сухумской горе. Одно из знаковых мест столицы уже полностью расчищено. Проведена шпаклевка стен, восстановлено кровельное покрытие. Будет новое освещение по всему участку. И верхняя площадка тоже уже, в принципе, отремонтирована. Беслан Эшба проинформировал президента, что работы будут завершены ко Дню Победы 30 сентября. Далее президент побывал на Красном мосту. Беслан Эшба отметил, что по завершении работ будет полностью воссоздан изначальный вид моста. Конечной точкой инспекции стал санаторий МВО, в котором на данный момент активно идут восстановительные работы. Коммерческий директор комплекса Юлия Кулиева рассказала президенту о восстановлении крытого бассейна, расположенного на территории санатория. По ее словам, бассейн будет доступен для посещения как для местных жителей, так и для туристов. Также здесь планируется строительство 2 отелей из категории 5 звезд. Юлия Кулиева проинформировала, что в ходе восстановительных работ не нарушается изначальная архитектурная концепция зданий, а также учитывается ландшафт и окружающая природа. Главная цель – сохранить ее. В августе месяце будем здесь принимать гостей. У нас уже есть брони. Очень много здесь было проведено работ. Были заменены все инженерные коммуникации. Видите, фасад уже практически привели в порядок. По словам руководителя медицинского направления Оксаны Поляковой, здесь планируют открыть клинику инновационной косметологии, которая будет работать как для туристов, так и для местного населения. Здесь 2 этажа. Это блок на 2-м этаже, операционный блок, да, то есть это многопрофильная операционная, это малая операционная. Здесь будет собственное центральное стерилизационное отделение, да, и здесь палата интенсивной терапии, и здесь располагаться будут врачи. Сюда дальше идут ординаторские, да, то есть и палаты для пациентов. Восстановительные работы проводятся по всей территории санаториев МВО и ПВО. Комплекс «Орхидея», по словам Юлии Кулиевой, уже практически восстановлен. В нем 74 номера. 14-этажный корпус на данный момент также полностью восстановлен и уже запущен в работу. В нем 148 номеров. Проведены реставрационные работы прилегающего парка. Аслан Бжаня осмотрел и номера комплекса.
Также президент осмотрел работы по установке моста, который соединит части набережной санатория с городской набережной. На данный момент установлены сваи и идет расчистка территории. Конструктивное предложение, весомые основания ему. Но наша инспекция строительная дали рекомендации свои, вот такое свайное поле, вот, чтобы потом соорудить мост. Они придерживаются этого предложения, в принципе, начали. Первым этапом, как рассказала Юлия Кулиева, завершение которого планируется в первых числах августа, будет запущено в работу 600 номеров. На данный момент территория санатория восстанавливается повсеместно. Запустили в работу и столовую. После инспекции по объектам президент провел совещание с активом Сухума, в котором приняли участие депутаты городского собрания и парламента республики. Беслан Эшба рассказал об итогах работы столичной администрации за первое полугодие. Так, доходная часть бюджета столицы выполнена на 124%. При плане в 579 миллионов рублей в бюджет поступило 718 миллионов. По словам Беслана Эшба, собственные доходы бюджета города увеличились на 154 миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спецналог 123% или 32 миллиона 512 тысяч. Патентный налог 139%, 4 миллиона 170 тысяч. Налог на имущество 162%, 26 миллионов 641. Налог на прибыль 120%. Подоходный налог, тоже могу назвать цифру, 277 миллионов по налогу на прибыль. Подоходный налог 129%, 344 миллиона 38 тысяч. Земельный налог 146%, 13 миллионов 170. И акциз 87%, 16 миллионов 216 тысяч. Акциз, он, как правило, во втором полугодии превышает платежи более 100%. Это тенденция, она ежегодная, мы ее отслеживаем. Президент поблагодарил руководство города за подробный отчет, отметив, что в последние 3 года наблюдается положительная динамика в развитии столицы. Тем не менее, Аслан Бжани отметил, что не все проблемы города оцифрованы в отчете. Например, существует нехватка детских садов и школ, сложности с утилизацией твердых бытовых отходов и энергетикой, ремонтом крыши фасадов высотных домов в новом районе, повышением заработной платы работникам бюджетной сферы, пенсий и пособий инвалидам и ветеранам. Речь идет о десятках миллиардов рублей, не об одном десятке. Мы можем об этом не говорить, мы можем все заморозить и медленно вот идти такими шагами вперед. Это я не упрекаю вообще. Но если у нас столько времени, конечно, у нас есть потенциал. Потенциал – это еще не значит, что он работает на население. Он может остаться неиспользованным. Коль скоро мы заявились и являемся независимым государством, прежде всего независимость нужно наполнить экономическим содержанием. Понятно, что наша страна туристическая. Вот здесь депутаты говорили о том, что вот кто-то строит гостиницы. Так, конечно, строят гостиницы, и это хорошо. Но у нас гостиниц должно быть в 20, в 30, в 40 раз больше. И финансовая модель сегодня выгодна, когда часть гостиницы, никто не собирается никому давать право строить апарт-отели. Хотя сейчас это происходит не отрегулировано, чтобы там не было гостиничных номеров. Обычно соотношение делают 50 на 50. 50% гостиницы он быстро окупил, продав эти апартаменты. Мы получили свои деньги, и он освободился от всех преференций, потому что вложил много денег. Прибыль показал, и пошло, и поехало. И это связано с развитием аэропорта, с возможностью газификации. Аслан Бжани также рассказал, что в ближайшее время будет подписан указ, который будет зонировать территорию столицы и лимитировать строительство в городе. Насчет генерального плана развития города я ничего сказать не смогу. Это серьезный документ и большие деньги. Будет указ президента, который будет зонировать город Сухум и регламентировать некоторые вещи, связанные со строительством. Такой документ готовится. В ходе встречи президент обсудил с участниками совещания целый ряд актуальных вопросов. Рада Чачава, Алексей Гухава, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.
Хлеб в Абхазии подорожает на 2 рубля. Кабмин принял постановление, согласно которому хлеб из муки высшего сорта будет стоить 30 рублей, из муки второго сорта – 28 рублей. Все члены правительства рассмотрели 10 основных и 11 дополнительных вопросов. Был утвержден индикативный план социально-экономического развития Абхазии на следующий год, а также временные ставки вывозных таможенных пошлин и экспортные цены на лом черных металлов. О самых важных решениях правительства в материале Алики Трапш. Члены правительства установили новые цены на хлеб и муку. Хлеб из муки высшего и второго сорта подорожает на 2 рубля. Теперь 1 килограмм хлеба из муки высшего сорта будет стоить не более 50 рублей, а 0,6 килограммов не более 30 рублей. 1 килограмм хлеба из муки второго сорта – 47 рублей, а 0,6 килограмм – 28. Согласно постановлению, если цены на сырье при производстве хлеба изменятся более чем на 10%, то госстандарт вправе применять повышающий коэффициент. С учетом текущей ситуации, с учетом того, что гильдия пекарей Абхазии также обратилась в Народное собрание парламента Республики Абхазия с данным вопросом, было соответствующее заседание комитета проведено профильное, на котором мы тоже, в работе которого мы принимали участие, провели достаточно предметное обсуждение данного подхода и, соответственно, рекомендуем на данном этапе пока все-таки пойти на изменение цен на хлеб. Повышение предусматривается в размере 2 рубля на хлеб из муки высшего сорта и хлеб из муки второго сорта. Кабмин внес изменения в ведомственную целевую программу развития сельского хозяйства на 2023 год. В программу включили расходы на приобретение реагентов для нужд Республиканской ветеринарной лаборатории в сумме 840 тысяч рублей. Реагенты необходимы для проведения анализов меда и медовой продукции. Правительство установило временные ставки вывозных таможенных пошлин и экспортных цен на лом черных металлов, предусматривающие снижение ставки таможенной пошлины на $10. И теперь таможенная пошлина составляет $30 на срок до 1 сентября. Решением правительства семьям добровольцев из Абхазии Эдуарда Шакая и Олега Бебия, погибших в ходе специальной военной операции на Донбассе, выплатят единовременные социальные пособия по 1 миллиону рублей. Члены правительства внесли изменения в постановление об утверждении дисциплинарного устава органов внутренних дел, согласно которому дисциплинарное взыскание должно назначаться до истечения 10 дней со дня, когда начальнику стало известно о проступке. Кабмин включил здания и сооружения имущественного комплекса в Сухуми по улице Бейго, 16 в перечень объектов, подлежащих приватизации и утверждению условий его приватизации. Как сообщил председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава, с 2020 года решением Кабмина приватизировано 15 объектов республиканского значения. Это 5 объектов в год, получается в среднем по статистике. Для сравнения могу сказать, что с 2014 по 2020 год было приватизировано 54 объекта. Вопросы приватизации у нас не проходят, уважаемые коллеги, так вот обратились, и в течение 2-3 недель вопрос так не рассматривается, месяцами изучается, выносим на заседание, и результаты такие. Из 15 объектов 5 можно считать имеющие определенное значение, крупные. Допустим, как санатория «Кавказ» в Гагре, значит, Новоафонская, значит, Абхазия, вот, в Гудауте, что было приватизировано тоже так называемое рыболовецкое хозяйство, а все остальные объекты из 15, Александр Владимирович, уважаемые коллеги, это встроенные помещения под жилым домом, какой-то там ангар, незначительные 200-300 квадратных метров. Вот такая статистика, чтобы было понятно для общего понимания. Распоряжением правительства вдова репатрианта Казбека Биджева, погибшего в ходе боевых действий в ЛНР, освобождается от уплаты стоимости жилья при передаче ей в частную собственность из Государственного жилищного фонда. Помимо этого, также от уплаты стоимости жилья при передаче ему в частную собственность освобождается Тайфун Куацба. Кабинет министров утвердил индикативный план социально-экономического развития Абхазии на 2024 год. Документ представила вице-премьер, министр экономики Кристина Гозган.
Совокупный объем производства товаров, работ и услуг спрогнозирован в сумме 150 миллиардов, в том числе в сельском хозяйстве 11 миллиардов, внешнеэкономическая деятельность 46,3 миллиарда рублей. Рост по отношению к фактическим показателям 2022 года составил 34% и к плановым показателям 2023 года 18%. Без учета сельского хозяйства и внешнеэкономической деятельности прогноз сформирован в объеме 92,4 миллиарда рублей. Это на 24,6% больше аналогичных показателей, которые запланированы на 2023 год, и на 30% больше по сравнению с фактическими показателями 2022 года. Наибольшая доля совокупного объема производства товаров, работ и услуг приходится на торговлю, это 59%, промышленность 10%, и отрасль курорты и туризм 11%. Соответственно, оставшаяся доля удельного веса распределена между другими отраслями. Объем промышленного производства планируется в размере 9,2 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда больше запланированных показателей этого года. В энергетике совокупный объем производства прогнозируется в размере 2 миллиардов рублей. 7,2 миллиарда рублей – это на 33,8% больше планового показателя 2023 года и на 21,5% больше по сравнению с фактическим показателем 2022 года. Наибольшая доля совокупной прибыли по всем отраслям экономики приходится также на торговлю, это 36%, промышленность 20%, курорты и туризм 19% и связь 11%. В 2024 году представленные базовые индикативные показатели позволяют нам сегодня формировать доходную базу государственного бюджета целиком в разрезе бюджетов системы. Но, наверное, самое важное в этом смысле, что мы будем опираться в том числе и на фактические показатели исполнения. То есть те администраторы доходов, которые обусловлены, это, соответственно, Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет. Будем обращать внимание на показатели индикативного плана, плюс фактические. Почему говорю плюс? Потому что минуса уже у нас который год нет. И очень надеемся на то, что так будет и в будущем. Премьер-министр Александр Анкваб обратил особое внимание в необходимости учета и контроля, чтобы показатели фактических доходов в различных отраслях не оставались в тени. При подготовке бюджета внимательно посмотрите цифры. У нас есть реально заниженные цифры. Верните их туда, куда положено. Тогда и бюджет будет другой, и доходы будут другие. Никто не говорит, уменьшите наши расходы. Кто-нибудь говорит, Владимир Валерьевич? Нет, мы только наращиваем Назовите дефицит. мне одно ведомство, которое требует уменьшить расходы. Доходы, вот этим надо заниматься. В том числе, которые реальные, но не обозначены. Члены правительства одобрили перевод 2 земельных участков сельхозназначения площадью в 0,20 и 0,15 гектаров в селе Алахадзе в категорию земли населенных пунктов и предоставили компаниям Агепста и Мечта для строительства гостиниц. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Министр внутренних дел Роберт Киут и уполномоченный по правам человека в Абхазии Анна Скишмария провели рабочую встречу по вопросам взаимодействия аппаратов ведомств. Стороны договорились о проведении мероприятий по мониторингу мест лишения свободы в Республике Абхазия, а также поддержанию постоянного канала коммуникации между главой МВД и омбудсменом. Задержан житель Галского района, который на своем приусадебном участке возделывал наркосодержащие растения в крупном размере. Подробности в оперативной съемке МВД. В селе Бгоура Галского района задержан Чекватия Каха Геронтьевич 1971 года рождения. Последнему вменяется незаконное возделывание наркосодержащих растений в крупном размере. Запрещенные к выращиванию на территории Республики Абхазия растения конопли Южно-Краснодарской гражданин Чекватия культивировал на своем приусадебном участке. Корни растений, содержащие наркотически активные компоненты и пригодные к использованию в качестве сырья для изготовления наркотического средства, обнаружили и изъяли сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Галскому району. В отношении Кахи Чекватия по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики возбуждено уголовное дело. Расследование проводит следственная группа Галского РОВД.
Почти 30% перевыполнения плана. В Министерстве по налогам и сборам подвели итоги деятельности за первое полугодие. В работе коллегии приняли участие руководитель администрации президента Джансух Нанба и министр финансов Владимир Делба. Смотрите репортаж Гугуцы Вардания. По результатам работы за первое полугодие общий объем налоговых платежей, администрируемых МНС, поступивших в госбюджет, составил 1 миллиард 893 миллиона рублей. При плане 1 миллиард 463 миллиона. Выполнение 129%. В суммарном выражении перевыполнение составило 430 миллионов рублей. Плановые показатели выполнены по следующим налогам. Налог на прибыль составил 126%, подоходный налог 135%. НДС 124%, земельный налог 136%, налог на имущество 140%, спецналог выполнен на 117%, патент на 120%, госпошлина на выдачу свидетельства о присвоении ИНН выполнена на 140%. Показатель как акциз 96%. При плане 29 миллионов 541,1 тысяча рублей. Факт составил 28 миллионов 284,1 тысяча рублей. Динамика 146%. Такой показатель, как плата за выдачу акцизных марок, выполнен на 84%. При плане 1 миллион 750 факт составил 1 миллион 468,3. Динамика 84%. Сумма задолженности по налоговым платежам на 1 июля 2023 года по республике составила 1 миллиард 48 миллионов 89,1 тысяча рублей. Далее о проделанной работе отчитался начальник управления налогообложения юридических лиц Артур Саманба. Он рассказал, что за отчетный период проведено 314 документальных проверок, по результатам которых доначисление за нарушение налогового законодательства составило 98 миллионов 810,5 тысяч рублей. В том числе налогов 58 миллионов 346 тысяч рублей, штрафных санкций 40 миллионов 464,5 тысяч рублей. Средняя сумма доначисленных за одну проверку 314,7 тысяч рублей. Всего на текущий момент на налоговом учете состоит 14 859 индивидуальных предпринимателей. За аналогичный период прошлого года на учете состояло 13 479 человек. Количество объектов налогообложения – 20 753. В сравнении с прошлым годом на 2768 объектов больше. Общий объем налогов, поступивших в государственный бюджет от деятельности индивидуальных предпринимателей и физических лиц, составил 319 миллионов. Динамика по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 120%. Было проведено 29 документальных проверок. По результатам проверок выявлены нарушения налогового законодательства на сумму 38 миллионов 196,9 тысяч рублей. Было проведено 15 комплексных налоговых проверок. Доначислено налоговых платежей на общую сумму 21 миллион 185,7 тысяч рублей. Правовым управлением ведомства разработан проект закона об упрощенной системе налогообложения. Кроме этого проекта были разработаны следующие проекты нормативно-правовых актов. Это проект постановления Кабинета министров, предусматривающий вопросы возмещения налога на добавленную стоимость дипломатическим представительствам. Проект постановления Кабинета министров о создании подведомственного учреждения службы технической поддержки Министерства по налогам и сборам. И положение по Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия, которое на настоящий момент уже было принято. В начале 2023 года в целях упорядочения работы министерством был разработан и внедрен проект программного обеспечения налоговой декларации по НДС. Внедрение декларации НДС дает возможность значительно сократить трудозатраты на обработку информации, которая ранее осуществлялась вручную. Также учет декларации в программном обеспечении МНСРА дает возможность ускоренного автоматизированного получения информации по нарушителям, не сдавшим налоговую декларацию в установленные сроки. Далее, в целях совершенствования информационного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиком, был разработан новый личный кабинет налогоплательщика. Управлением по работе с задолженностью были проверены и перенаправлены в систему судебных исполнителей 62 материала на общую сумму 249 миллионов 765 тысяч рублей. Из них 15 материалов по юридическим лицам и 47 материалов по индивидуальным предпринимателям.
Налоговых платежей службой судебных исполнителей взыскано на сумму 43,5 миллиона рублей. Всего за все время было направлено в правоохранительные органы 37 материалов. Из них 6 материалов в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия, а также 31 материал в Министерство внутренних дел Республики Абхазия. О специфике работы управления камеральных проверок рассказала начальник управления Гецмабар Циц. Ежеквартально проводится анализ отчетов о детализации сумм НДС, принятых к вычету организациями и индивидуальными предпринимателями. В рамках данной работы выявляются налоговые разрывы и неправомерно принятые суммы НДС к вычету. По результатам камерального анализа формируется также список налогоплательщиков, которые необходимо отнести к категории недобросовестных. За первое полугодие в МНС поступило 3800 деклараций от госслужащих. Внесены в электронную базу данных с последующей публикацией декларации 1144 должностных лиц. И сотрудниками Управления антикоррупционного декларирования проводится соответствующая работа по уведомлениям соответствующих организаций. Этап заполнения декларации завершается 1 августа. Все данные будут известны к сентябрю. Гугуца Вардания, Раму Камки, Абхазское телевидение. Прошло 30 лет со дня подписания Сочинского соглашения о прекращении огня между Абхазией и Грузией и механизме контроля за его соблюдением. Документ в 1993 году подписали премьер-министр Абхазии Сократ Джинджолия, председатель парламента Грузии Вахтанг Гагуадзе и министр иностранных дел России Андрей Козырев. Соглашение предусматривало вывод грузинских войск, ввод международных наблюдателей и миротворцев, а также безотлагательные переговоры о полномасштабном урегулировании конфликта под эгидой ООН и посредничестве России. Прекращение огня, однако, вновь оказалось сорвано. Обстрелы абхазских позиций продолжались. В таких условиях командование вооруженными силами Абхазии принимает решение о начале наступления на Сухум. Операция начинается 16 сентября. 27 сентября Сухум был взят, а через несколько дней абхазские силы взяли под контроль уже всю территорию республики. Более 90 фотографий было сделано в июле и августе 1993 года, накануне решающей битвы вооруженных сил Абхазии с грузинским оккупантом. В ЦВЗ открылась фотовыставка под названием «Абхазия. Лето 1993 год. Завтра была победа». Выставка организована Центром стратегических исследований при президенте республики в рамках празднования 30-й годовщины победы в Отечественной войне. На экспозиции побывала Сария Кварцхелия. Любое историческое событие, а война особенно, как в зеркале отражается в судьбах людей. Помимо сохранившихся официальных документальных материалов и кинохроники, личные истории в фотографиях становятся важным источником информации. Автор фотографии Вячеслав Чирик сделал эти снимки за несколько месяцев до Великой победы народа Абхазии в Отечественной войне 1993 года. Эти фотографии долго хранились у меня, пленка хранилась. И вот я недавно, буквально несколько месяцев назад, засканировал их и понял, что очень интересный материал. И решил им поделиться. Вот здесь кадры военные Гудауты, военные Гагры. И вот всех тех, кто сделал победу реальной. И абхазские бойцы, и добровольцы, и руководство Абхазии. Все это представлено. Я думаю, это интересный материал, никогда не публиковавшийся, впервые его увидит широкая публика. Фотовыставка «Абхазия. Лето 1993 года. Завтра была победа» собрала более 90 фотографий. Все снимки сделаны любительской камерой, которая отчетливо передает атмосферу тех летних месяцев. Сохраненная память о том, что забыть невозможно. Именно так называет свои работы Вячеслав Андреевич. Для меня очень дороги эти фотографии, потому что здесь изображены руководство Абхазии, запечатлены слова Арзимба в его гудаутском офисе, очень близко моему сердцу. И напоминает о том, что это было всего лишь 6 лет назад. Это все. И тогда еще не совсем ясно было, чем все закончится. Тем не менее, уже, видите, в лицах, в глазах ощущение скорой победы. Это абсолютно очевидно.
Военная фотовыставка дает возможность современным людям посмотреть и задуматься о ценностях мира. Присутствовавшие искренне благодарили организаторов выставки за умение и способность найти и показать страшное и доброе. Выставленные фотографии – это невероятная сила искусства, людские чувства, которые доносятся сквозь десятки лет и трогают до глубины души, пробуждая человечность и сострадание. Прошел, посмотрел. Вообще фотография – великое дело. Сейчас много тех, кого уже нет, к сожалению, большому. И ребят, и девушек. Вот такая теплая память. И как бы ни было, я говорю свое мнение, война была самым хорошим временем в моей жизни. Когда все было ясно, четко и понятно. Враг был враг, друг был друг. Я, конечно, не хочу никому пожелать войны, но хочу вот этого состояния в тот период, чтобы у нашей нации было. Это первое. Второе, из этих фотографий, конечно, вот за душу берет вот это крайнее, где двое ребят с ампутированными конечностями, да, у одного левое, у другого правое. Вот, казалось бы, ну что-то сделай, чтобы было у обоих. И вот этот цепкий взгляд Славы, я бы еще выделил фотографии вот у администрации гудаутской, бывшей во время войны, где вот Владислав выступает, там Хамзат Ханкаров, редчайшая фотография. Ну, я могу сразу сказать, что все, что я вижу сегодня, для меня ново. И эта выставка очень важна для нас, для нашей истории, для подрастающего поколения. Я была бы очень рада увидеть здесь наше студенчество, нашу молодежь. И считаю, что их надо как-то тоже привлекать. Каждый из нас должен помнить о том, что было, и мы должны мобилизовать все свои силы, чтобы сохранить себя, сохранить свои корни, сохранить себя как этнос. И такие моменты, они очень важны для нас, для будущего, для подрастающего поколения в первую очередь. Выставка организована в сотрудничестве с Ибрагимом Чкаду, а также Центром стратегических исследований при президенте Абхазии в рамках празднования 30-й годовщины победы народа Абхазии в Отечественной войне. Я помогал, они оцифрованы, фотографии, все-таки 30 лет, это пленка, они были на мыльнице сняты, требовали некоторые корректировки, там, реанимации. Выставка будет открыта до 3 августа. Сария Кварацхеля, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. В Абхазии создан Союз ветеранов СВО. Возглавляет организацию ветеран специальной военной операции Дмитрий Киут. Инструкторы Всероссийского союза ветеранов СВО и Союза ветеранов СВО Республики Абхазия впервые провели занятия с резервистами страны. Среди участников занятий немало ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, которые помнят, какой ценой дается победа. В дальнейшем подобные занятия планируется проводить на регулярной основе. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 28 июля на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром преимущественно без осадков, местами туман, днем дождь, гроза, возможен град. Температура воздуха ночью 19-24, днем 22-27 градусов, температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.